Друзья, ну что, всем привет! В этом выпуске передачи «Испытывал на себе» мы с вами поднимемся на Ю-гору. Это символ села Хану Момского района. Сейчас только начало пути. От дороги по Бурановскому следу пройдено около километра, но уже чувствуется нагрузка для нас, неискушенных городских жителей. Ладно, позвоните, как доберетесь. Обратите внимание, прям как будто дорога, как просека. Впереди возвышается Ю-гора. Высота 600 метров. И время подъема, как мне сказали, от часу. От часу. Для очень хорошо подготовленных где-то 30 минут. Идет буран. Вот мы добрались до подножья горы. Дальше снегоход не поднимается. Но мы срезали на квадроцикле, на снегоходе где-то километр. Алексей, который раз у вас это подъем? В этом году первый. В этом году первый. Если считать с прошлым годом, то 7 или 8. Так, у Леонида это пятый раз. Пятый подъем в этом году. Здесь мы оставляем буран. И, соответственно, идем пешком, поднимаемся на самую вершину Ю-горы. Гора Ю, она называется так, потому что напоминает эту букву. Ну и я думаю, что самый шикарный вид откроется с самой вершины этой горы. Пойдемте. Получается, с деревни до половины дороги идут на лыжах, потом на велосипеде до подножия. И получается потом пешком до самой горы. Такой троеборье, да? Да. Ironman. Мощно. А вот это минерализованная полоса, да? Вот это прямая. Или это тропа такая? Вот по которой мы идем. Нет, это же тропа. Тут стояли эти лэп. Линия электропередач трактор протягивал. Была, По да? одной тропе это он как бы поднялся, по другой спустился. Ничего себе. Поэтому если сверху посмотреть, как бы колея, да? А на самом деле это две другие разные дороги. Ну это давно было, да, получается? Да. О, это в 90. В 90-х годах. Потом в 98 году Ю-гора сгорела. В 94-м? 8-м полностью. Ну, в 4-м тоже горело. В 8-м тоже. И в 8-м мы на юг, эти линии были. Кабель полностью весь обложили камнями. Тут кабель проходил. И лед по столбам проходил. Сейчас он там увидит то, что останки от столбов остались. Друзья, ну что, несмотря на то, что на улице минус 15, во время подъема так нагреваешься, что я вот даже снял шапку. Очень жарко. Вот. Вид все шикарнее и шикарнее с каждым метром. Вообще красота. Я представляю, что там будет наверху. Мы сейчас зафиксировали камеру относительно земли. То есть вы видите угол. Так, ну вот я сейчас стану ровно. Видно, да, подъем? Да. Вот. Примерно вот такой градус подъема сейчас. Это самая сложная часть Ю-горы. Я не буду сейчас ничего делать. Ту кнопку нажми, FPV называю. Теперь может поворачиваться.
Как обычно бывает при спортивной нагрузке, чем дальше бежишь, тем сильнее устаешь. Здесь происходит то же самое, но Ю-гора еще в этот момент становится все круче и круче. Воздух как-то играет, да? Я сколько раз поднимался. Вон тех гор обычно не бывает видно. Не бывает видно? Нет. А. Это сегодня просто... А их в смысле не видно в тумане они Ну в, да. в облаках? Воздух же как-то играется. И, А. облака, и свет подачи, допустим. И обычно там просто как бы горизонт синий бывает. А сейчас уже видно. Ничего себе. Нет, вообще там вообще космический пейзаж, красота. Интересно. Тут видно будет, нет? Ну, камера не передает, конечно. Я тут, наверное, Останешься? все северное сияние подожду. Ты хочешь остаться здесь, да? До ночи? Да. А то я тут вижу, смотрю, вообще Мы тебя с фотоаппаратом оставим, потом пролетать будем мимо завтра и прихватим тебя. Ну. Вон полоса же, кстати, вы завтра подождете, можете увидеть. Не город, ну, флаг. А. Бегуны. Ага. То есть непосредственно занимается, ну, такое хобби. Вон Ира уже берет. Ира уже перехватила инициативу. Слава, тебя опередили! Ну, я вижу. Так, ну что, по-моему, на мой взгляд, высота Ю-горы это примерно где-то 3 высоты Чучур-Мурана, скорее всего. Вот. Посоветовали взять вот такую палочку с собой. Очень полезный совет, как третья нога. Очень хорошо помогает при подъеме. Сейчас вот остановили спортсмена, ну не спортсмена, а местный житель, который просто у нас бегает по утрам, а здесь бегает вот так, в Ю-гору поднимается каждый день. Друзья, сейчас мы видели местного жителя, его зовут Алинат. Вот видите, поселок, вот там вот вдалеке стоит Хану. И у него пробежка от поселка до вершины горы заняла 55 минут. То есть он, это с учетом того, что мы двигались на автомобиле с бураном. Сейчас у нас, как мне подсказали, где-то 38 минут уже мы поднимаемся. Вот так. И мы еще даже не на середине, по-моему. Впереди самая сложная часть, самая крутая. Маршрут вообще измеряется, оказывается, в этих опорах, потому что сказали еще 2 таких опоры. Вот я одну вижу, еще одна, и там уже, да, вершина. Держи. Аккуратно. Вот, значит, у нас вторая опора. И это еще не вершина. Еще немного осталось. Я вижу вышку на вершине Ю-горы. Вообще нужно сказать, что это излюбленный туристический маршрут для скандинавской ходьбы. Пожилые люди ходят сюда, отдыхая, занимаются скандинавской ходьбой. Как мы слышали, также молодежь занимается, ну, можно сказать, триатлон, то есть лыжи, велосипед и бег в гору. И просто жители села Хану занимаются активными видами отдыха, спорта. Также с удовольствием поднимаются на Ю-гору. Оптоволокно обрезано. О, подождите. Оптоволокно обрезано. А так в целом это что за кабель был? Получается, не знаю, телевизионный, наверное. Раньше же была здесь телевизионная вышка передающая. Под землей, да.
Вообще достаточно интересный маршрут, очень живописный. Я сейчас еще не поворачивался назад. Вот. Вы быстрее меня видите пейзаж, который за моей спиной. Все, мы поднялись. Мы прибыли. И красота. Фу. Друзья, ну что, мы поднялись на Ю-гору. В этом нам очень хорошо помог Леонид. Он руководитель туристического клуба Аян. Леонид, мы, кстати, вот когда поднялись, Леонид рассказал очень интересную историю про саму гору и, в частности, про вышку, которая находится за ним. Леонид, можешь поподробнее рассказать и нашим зрителям? В 1995 году Федоров Гавриил Семенович, который организовал телевидение Момское, Момский филиал НВК СХ, он пригласил меня на работу в качестве редактора, оператора, монтажера. И вот с тех пор я на протяжении 15 лет работал на телевидении. Здесь на Ю-горе стояла целая база, можно сказать, домик, передающая станция, ГУП ЦТР, телестанция стояла. С этой вышки по антенне информация вся вещалась на весь поселок, село Хону. В неделю 2 раза выходила местная телепередача, и чтобы показать ее на весь поселок, мы поднимались с видеокассетой формата ВХС, тогда в 90-х годах было, поднимались сюда на Ю-гору, чтобы отдать работникам телестанций, чтобы они включили и транслировали в эфир. И это было, поднимались два раза в неделю, иногда было 1 раз в неделю. Но потом с развалом Советского Союза телестанция перешла вниз в поселок, приобрели более мощные передатчики, антенны, и, соответственно, телестанции здесь закрыли на Ю-горе. Но в основном, кто поднимался в гору? В основном это была твоя, как бы, да? Ну, в основном, да. Или свободный оператор, или я редактор. А оператором работал родной брат Гаврила Семеновича, Семен Семенович Федоров. Он сейчас в данный момент работает в ГУП ЦТР в городе Якутске. Вот. Ну, кто был свободен, тот и поднимался. Но я очень часто поднимался. От поселка до вершины от 40 минут и выше. Зато в отличной спортивной форме, да? Ну да, чтобы успеть до 7 часов вечера отдать видеокассету, мы бегом на велосипеде и так далее. Как получится. Друзья, вы понимаете, да, что, допустим, это помимо того, что производится съемка, да, поиск тем, монтаж, интервью и так далее, потом все это собирается, монтируется, сгоняется на одну видеокассету, это не на флешку. Потом это нужно еще поднять сюда, с поселка, поднять 6 сюда. километров. 6 километров, ну из них 3 километра по горе, получается. Ага, да. То есть по подъему. Вот, не все так просто. Такие вот интересные истории. Ю-гора на высоте 600 метров над уровнем моря. И здесь, получается, был, ну вот видно, да, это остатки, да? Это остатки гаража. Гаража, еще был дом, да? Дом был большой. И сама передающая вышка здесь. Вот здорово. Ну а сейчас это излюбленное место всех сельчан, да? Все поднимаются сюда, занимаются спортом, также отдыхают. Любители активного отдыха. Летом собирают ягоду, да, здесь? Ягоды собирают, бруснику, голубику, сикша, ягоды. Ну и по грибы. Вот. Ну я напоминаю, что Ю-гора является символом
села Хану, Монского района. Друзья, сейчас подошло время проверить наш обогреватель. Находится он здесь, между двумя батареями. Сейчас вот думаем, как нам быть с техникой. На улице достаточно прохладно, где-то минус 15 градусов. Вот, ну, попробую на этот раз поставить, положить, ну, положим, по крайней мере, точно в квадрокоптер вот такой вот самогрейки. Тут написано, что греет до 55 градусов, 8 часов работает. То есть можно уже, в принципе, вскрыть и положить в сумку с квадрокоптером. Ну а на горе, наверху, посмотрим, насколько она эффективна. Так, ну что, по инструкции нужно вскрыть пакет, и как только он вскроется, пойдет доступ воздуха, пакет начнет греться. И, в принципе, где-то через 30 минут, как здесь указано, достигнет максимальной температуры. Все, реакция пошла. Так, ну что, соответственно, сейчас начнет идти нагрев. Ну, по своему опыту, тоже так 50 на 50, потому что возможно, что если нет как бы отдачи тепла, понятно, что в варежке положить, она будет греть, да? Но если положить в сумку, будет ли она продолжать работать? Все это мы узнаем буквально через часа два. Вот таким образом положим сюда, ближе к батареям, между двумя батареями даже, наверное. Все, туда же положим телефон. Так, где он, телефон? Вот. И закроем нашу сумку. Все, квадрокоптер готов. Выглаженные. Да, слушайте, ну да, теплый. То есть свою он функцию выполняет хорошо. То есть, скорее всего, почему с предыдущей грелкой не получилось, то есть я ее на морозе открыл и положил уже в холодную сумку. Возможно, в этом есть какая-то причина. То есть, а потом по приезду домой она разогрелась и была уже горячей. Ну вот эту мы заранее я положил ее в сумку, и, соответственно, сейчас она хорошо греет наши батареи, которые нам потребуются для полета на квадрокоптере. Сейчас, друзья, мы отписали часть подводок для утра Якутии, и настало время залезть на самую высокую часть Югоры. Это вышка. Раньше она передавала телевизионный сигнал на всю долину, в село Хану, и сейчас мы сделаем некоторые кадры там. Друзья, шикарный вид, просто непередаваемые ощущения. Монский район, Якутия 24! Испытано на себе. Ну а мы с вами сейчас ненадолго переместимся в Якутск. Гора Чечурмуран, начало декабря прошлого года. Сегодня мы вам расскажем об одном из интересных видов активного отдыха. Можно даже сказать, что это не активный отдых, а больше даже как тренировка. У меня есть знакомый Григорий Егоров, и он каждые выходные делает небольшую прогулку. Прогулка хоть и небольшая, но достаточно интенсивная. Сейчас он о ней поподробнее расскажет. У нас воскресное утро, восход солнца. Я думаю, что можно познакомить наших телезрителей с тем, что нам предстоит сейчас сделать. Ну, сейчас получается у нас короткий путь, да? Получается, для меня это как пеший тур по Мурану. То есть я уже вот вторую зиму так хожу на каждые выходные. До минус 40, до минус 45 бывает хожу, потому что, ну, сегодня очень тепло,
даже, так сказать, жарко, да? А в минус 35-40, вот это, ну, весь кайф в этом. И для меня вот это идет как, ну, тренировка и вообще как бы единение с природой, вот это все. И, ну, кайфуешь реально. То есть, чем дома лежать в воскресенье, утром все равно ничего делать, ну, в основном нечего делать, поэтому для меня это уже как бы традиция. Получается, мы сейчас будем карабкаться по Мурану, то есть до верха. Это по городу Якутска, это такое самое высокое место по городу Якутска, Муран. И будем подниматься. И я думаю, для Руслана для первого раза этого будет вообще как достаточно, так сказать, да? И там уже Руслан сам поделишься, так сказать, ощущением, да, чувствами. Потому что карабкаемся, а потом, ну, как пеший тур по Мурану, и там уже такой мощный спуск есть. И там уже другой адреналин идет. Поэтому, я думаю, впечатление будет положительное. А, сразу так вот, да? Вот так. Так, сейчас. Ты точно ходил этим маршрутом, да? Так, у меня такое ощущение, что это будет сложно. Так, сейчас я с камерой. С камерой сложновато будет. Это как оператор Беар Гриллса, да? Слушай, скользко, да? Так, сейчас я тебе передам ее. Скользко. Пятками, давай. Ты не сказал, что нужно брать эти. Ну, первый раз всегда сложно. Во-во-во-во-во. Главное не останавливаться. Да. О, начало есть. Мы уже... А, нет, еще не пришли. Так, мы пойдем. Как дела, Руслан? А? Как дела? Нормально. Мы уже пришли? Так, это середина подъема. Немного отдышался. Посмотрел на город, очень красиво. Наверное, один из тех немногих дней, когда зимой город не укрыт туманом. И все очень хорошо видно, потому что сегодня тепло, около 20 градусов. Так, друзья, ну что, где-то 2/3 пути пройдено. Вот, для меня это большой шаг. Вот, а сейчас Григорий покажет свой основной темп подъема. Вот с такой скоростью он поднимается и говорит, где-то 2 отдыха в течение одного подъема делает. Да, там какой-то сложный участок. Вот в этом тоже есть сложность, в том, что на горе снег, и каждый подъем, каждый шаг, он через раз бывают такие срывы. Вот, кстати, его старый след. Я, может, по нему пойду. Давай, марш-бросок, Руслан. Марш-бросок? Ага. Стараюсь, как могу. У Руслана пульс абсолютно рабочий, так что можете еще добавить.
красиво. Ну, в основном один хожу. И когда идешь, когда поднимаешься, да, там такое чувство такое кайфовое, да, а потом, ну, один идешь здесь, или бегаешь, или, и такое единение с природой, что ли, ты морально отдыхаешь, психологически. Вообще, скорее всего, мне кажется, такой маршрут надо в одиночестве делать. Да. Да. Вот. Значит, Понятно, мы сейчас как бы ведем съемку и рассказываем опыт Григория, но я вот тоже сейчас иду и думаю, что действительно такие маршруты надо делать как бы одному. да. И ты морально, ты можешь мыслями там упорядочить, так сказать, да, когда один идешь. То есть это психологические нагрузки выбрасывает. То есть это сегодня воскресенье, и как раз домой едешь, и ты как такой обновленный, облегченный. То есть поэтому это очень помогает, так сказать. И физически, и морально, так сказать, психологически. Да, вот такие вот мысли. Кстати, интересное дерево. Мое любимое дерево постоянно внутри как бы. Привет, типа. Привет. Самая лучшая, красивая, высокая и опасная горка города Якутска. Ногами тормози и ногами же как бы рулишь. В какую сторону? Влево, идешь. вправо. Да. Но Но вообще, по твоему опыту, если, допустим, хочешь остановиться, можно остановиться или сложно? сложно. Сложно? Да. Так, ну что, Григорий готов? Давай, увидимся внизу. Давай. О, пошла. Уху. Очень много снега летит. О, там вот он ускоряется. Ой-ой-ой. Все, меньше 30 секунд. Ну что, завершающий этап нашего похода. Самый экстремальный, если так можно сказать. О, пенка. Пенка был хороший выбор. А если скользит не очень быстро. Так. Сделаем как бобслей. Знаете, что произошло? Я ехал, а потом у меня пенка слетела назад. Я, короче, камеру, телефон перекинуть, перестал держать пенку. Она у меня вылетает, у меня ускорение. Турбо просто. Так, ну что, спасибо Григорию. Как видите, очень опасная горка, поэтому всегда используйте... Как используйте? Будьте очень осторожны. Вот. Благодаря Григорию я туда не улетел дальше, а там уже какой-то забор. А мы здесь тоже аккуратно спустимся. Ага. Слава!
хотелось бы поблагодарить Григория за такое отличное воскресное утро. Можно сказать, особенно вот эти эмоции, которые были, когда спускаешься с горки, это прямо как в детстве, как в школьные годы, там катаешься, но только это более такое длительные по времени впечатления, ну и по опасности тоже, поэтому еще раз хотелось бы нам с Григорием вас предупредить, если вдруг соберетесь сюда, то соблюдайте все меры безопасности. Всем пока! Так, друзья, по скриптум. Одно дело забраться на гору, но и другое дело это спуститься. Ну, в целом, пока спуск, конечно, тут больше нужно контролировать, куда наступаешь, чтобы не подскользнуться. А говорят, что вот здесь еще параллельно идет такая, видно, что катаются на ней местные жители. Но у нас не настолько высокий профессионализм, что можно себе такое позволить. В целом, конечно, можно было бы рискнуть. Но немного страшно. Там видно, что есть какие-то рытвины, колдобины и трамплины. Так что мы лучше потихоньку вот так вот ногами спустимся. Поберегись! Говорят, там горнолыжный склон. Но в целом нет. На бобу. Я больше так не буду делать. Короче, летишь сквозь снег, видно дерево. Мне же повезло же, вот, вот оно. И главное, палку не воткнешь, здесь страшно. Вот так вот. Я не видел. О, Алексей, все, ушел. Куда ты ушел? Ну что, друзья, здесь уже более пологий склон. Здесь, наверное, можно, больше есть контроль. Вспомнили детство. Так вот, еще. Семен спускается. Да, ушел от ямки, молодец. Ну, нормально. Вообще все контролируется. Да. Ну, почти. Сзади догоняй! Ну! Ай! Ты где? Ты где? О, что это? Опасно! Стой, тормози! Смотри, что тут. Да. Опа. Да, друзья, ну что, Югора дарит, конечно,
незабываемые впечатления. В целом очень интересно. То есть тут есть такие нюансы. Летишь, и тут впереди вот такой вот пенек, да, допустим, внизу торчит. Вот, в него только один момент — это успеть затормозить ногой, остановиться, иначе будет катастрофа. Вот. Ну что, очень быстро мы спустились. Спуск занял немного времени. Друзья, ну а сейчас у нас уклон идет вниз, да, и мы можем сейчас посмотреть, на что способен российский буран. Готовы, дети? Нет. Да, капитан. Точно! Капитан. Оцените водителя по 5-бальной шкале. Хорошая музыка, чистый салон, приятная беседа. 5 звезд. Что-то мы с горки спускаемся. Я не влазит. Зато не пешком. Да? Оцените водителя по 5-бальной шкале. 5 звезд. Слушай, так, нас сколько было? Столько же приехало, да? Давай. Немножко будет болеть спина завтра. Но немножко поразминайтесь.